Настольный хоккей, Counter-Strike, лазертаг. Все это вы сможете увидеть на этой неделе. Как тебе вообще обстановка в целом? Ой, вообще от души. Побольше бы таких мероприятий, реально классно. Я болею за своих. Сама поучаствовать не хочешь? Я попробовала, и у меня не получается. Вообще? Вообще. За полчаса ни одной шайбы. Как проректор воспитательной работы, все, что происходит в стенах университета, в молодежной среде, мне очень интересно. Сами участие не хотите принять? К сожалению, времени нету, но лет 30 назад я бы тут стоял в первых рядах. Сегодня мы играем с экономистами в контру, CSGO. Игра напряженная, просто реально очень жесткая. У нас есть такие тащерские ребята, и у них есть, которые тоже хорошо стреляют. И просто очень сильно идет, на нервах ребята. Ну, самым сложным нужно было, наверное, разбить вот эти все соревнования на группы, чтобы люди не сидели, не стояли, нужно было чем-то занять. Ну, явных фаворитов я еще не выявил, так как у нас турнир разъединился на 3 дня. Но сегодня лучшими, я считаю, что были это геофак, и также психфак неплохо себя показал. 6 апреля на спортивной площадке Башгу проходит активная игра «Лазертаг». Что это такое, вы увидите прямо сейчас. Игра очень замечательная, нам очень нравится. Участвуем мы уже в 3-й раз, еще в том году участвовали за университет. Игра очень нравится, надеюсь, победит сильнейший. Нам очень понравилось. Сколько эмоций. Не первый год выигрываем, поэтому мы решительно настроены на победу. Я первый год играю. Пока что эмоции не получил, но жду, получил по губам зато. Точность, меткость и спокойствие. Именно эти качества определяют лучшего стрелка Башгу. Ну, мне просто интересно ознакомиться с оружием, которое здесь используется. Говорят, это модифицированный пистолет Макарова с, может, резиновыми, может, металлическими пулями. Интересно просто. Конечно, да, надеюсь на победу. Я стрелял раньше, в армии служил, где-то с автомата Калашникова 74-го. Патронов 1000, наверное, за год отстрелял. Ничто не должно отвлекать стрелка от мишени, и хладнокровие, и терпение, умение держать дыхание, я думаю, это самое важное. Первый выстрел, так скажем, у меня был на сборах в школе. Мы с ним стреляли с Калашникова. Выступил я, как по моему мнению, нормально. Результаты пока не объявили, но, как я видел, у меня были хорошие результаты. Обладаете ли вы шестым чувством? Сможете ли вы найти мафию в самом обычном городе? Тогда эта игра специально для вас. Первая игра прошла не очень удачно. Меня выбросили первые из игры Паладоном мафии. За меня проголосовали даже моя мафия, которые прекрасно знали, кто я. Мне нравится эта игра, потому что она развивает, на мой взгляд, дедуктивные способности человека. Она учит быть немножко психологом, в принципе, распознавать типы людей. Ну и хорошо, наверное, хорошо помогает в знакомстве компании, какое-то сплочение даже, наверное. Мы сейчас играем в пробную игру, то есть мы только знакомимся, учимся, пытаемся как-то, раскусить друг друга заранее, чтобы уже, когда будет основная игра, уже знать, кто на что гораздо, собственно. Меня убили очень быстро, это обидно. Почувствовав во мне сильного игрока, остальные игроки решили меня так быстренько убрать. В последний день Олимпиады прошла игра Brain Ring, где все команды показали свой ум, интеллект и сплоченность. Завершилась неделя церемонии награждения, по итогам которой первое место занял факультет математики и информационных технологий, второе место занял биологический факультет, а третье место – географический. Мероприятие
мероприятие, очень понравилось. Спасибо большое организаторам, спасибо большое ССК Башгуб, которая при поддержке правкома провела такое замечательное мероприятие. Я очень рада, что мы заняли первое место, мы долго к этому шли. Спасибо большое ребятам, которые выступали за наш факультет. Мне очень понравилось играть в мафию, очень круто. Ребята, играйте в мафию. Играйте в лазертаг, это очень весело и динамично. Ну, на самом деле, Олимпиада альтернативных видов спорта проводится 6-й год. Теперь появились такие виды, как брейн-ринг, лазертаг, но он появился в прошлом году, мы продолжаем традицию. В этом году мы привезли оборудование сюда, к нам на спортивную площадку Башгосуниверситета. Главное — это появление настольной игры «Мафия», причем она проводилась интересным образом. Студенты, которые участвовали в «Мафии», сами выбирали лучшего игрока. Мне это показалось интересным.